Программа «Между теми», я Дмитрий Аргунов, говорю вам здравствуйте. В интернете можно найти homemade интервью антивоенным активистам из Америки американского же военного аналитика Скотта Риттера, который весьма объективно пытается смотреть на вещи. Мне лично интервью понравилось. Незажатость мысли, глубокие познания в истории нынешнего конфликта двух стран, уходящие корнями в строки пакта Молотова-Риббентропа. И во многом он прав. Пропаганда противника пытается преподнести Риттера как российского пропагандиста, сотрудника Russia Today, но ведь Риттер критикует действия американских властей не из-за нелюбви ко всему американскому. Наоборот, мне показалось, что Скотт Риттер очень большой патриот Америки и от всего сердца пытается уберечь свою страну от ошибки ввязывания в конфликт. И самое главное, делает для этого все возможное, говоря, что нынешние действия России, включая спецоперацию, морально и исторически оправданы. В этой связи небольшая история, исторически подтвержденная. При освобождении концлагеря Дахау американскими солдатами из 45-й дивизии пехоты США, входящей в состав 7-й армии, убили, причем не только стрелковым оружием, свыше 500 охранников лагеря, сдавшихся им в плен без оказания сопротивления. Инцидент произошел после того, как подразделения армии США вошли на территорию концлагеря Дахау. Прежде чем солдаты пошли в концлагерь, они обнаружили за его пределами 40 вагонов без крыш, наполненных человеческими трупами на поздних стадиях разложения. По внешнему виду было ясно, что на момент смерти эти люди находились в состоянии крайнего истощения. Еще больше мертвых тел было обнаружено непосредственно около лагеря. Некоторые из них были умерщвлены за несколько часов или дней до захвата концлагеря и лежали там, где умерли. Также сообщалось, что был обнаружен целый ряд цементных строений, содержащих комнаты, наполненные до потолков обнаженными или едва одетыми трупами, угольные крематории и газовые камеры. Дело, знаете, было спущено на тормозах. По всем показателям это военное преступление. Но судьи посчитали, что у военнослужащих появилось моральное право на расстрел безоружных после того, как они увидели то, что эти охранники сотворили. Только увидели. Скотт Риттер говорит, что у России тоже есть моральное право. Не на расстрел безоружных, нет. На защиту себя, своих сограждан, единокровных, единоязычных людей. В качестве примера приводя лишь один факт. Сожжение заживо пророссийских активистов в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Это, к слову, увидимся.